В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня в креслах игроков председатель Совета местного отделения движения первого Гудеремесского района Муса Курбанов и директор Центра занятости населения Шелинского района Юсуп Еразов. Марш Войлши. Муса, вообще движение первых создано не так давно. Расскажи, пожалуйста, какие вообще возможности он открывает, вот это движение для детей? Да, движение первых создано 2 года назад. В нашей республике оно функционирует чуть больше года. Движение первых оно создано с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для всестороннего развития детей и молодежи. И подразделяется там на 12 сфер. Это туризм, патриотизм, там, волонтерство и так далее. В целом движение создано, чтобы создать условия для развития, для роста, для роста детей и молодежи, чтобы они могли выбрать свой путь, свою профессию и так далее. Муса, твоя общественная деятельность выходит вообще, насколько я понимаю, за рамки движения. Расскажешь немножко? Да, я до вступления в должность в движение первых работал в Центре занятости, но я по ходу занимался общественной деятельностью. Также я до сих пор являюсь волонтером, участвую в некоторых акциях в качестве волонтера. И наиболее яркий эпизод из моей общественной деятельности – это период, когда я взаимодействовал с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. У них много проектов, как мы все знаем, и один из проектов, который помогал детям-сиротам и семьям военнослужащих. Я выступал волонтером в этом проекте. И вот я предложил руководству участвовать в международной премии «Мы вместе» с этим проектом. Они согласились, но сказали, что если ты сам будешь заниматься вот этим делом дополнительно в качестве общественной нагрузки, я тоже согласился. И мы подали вот этот проект на международную премию «Мы вместе». Проект стал лауреатом данной премии. Мне предложили поехать на церемонию награждения, получить там сертификат. Мы получили определенный грант. Эти проекты сейчас продолжаются, реализовываются, развиваются. И так получилось, что вот эта премия, международная премия, она создает региональные клубы участников в каждом регионе. И мне предложили возглавить вот этот клуб участников международной премии. Сейчас мы оба являемся участниками данного клуба. Он один из тоже ярких участников этого клуба, занимается тоже общественной деятельностью. Юсуп, может, расскажешь про свой проект, который участвовал в этом? Общественной деятельностью я тоже занимаюсь больше 10 лет. В 2014 году все это начиналось. Если про сам проект рассказывать, это немножко долго будет, но если вкратце, то это как бы помощь жильем туристам, гостям республики. Предоставляя жилье, по возможности экскурсии, получается обычно это по выходным дням, и, конечно, угощающих национальной едой. За эти 10 лет было принято именно гостей более 3000. То есть есть и фотобаза доказательная, и видео. То есть более 3000 человек приняли. И все они, конечно, получили жилье бесплатно. По возможности экскурсии получали. Вместе с ними ездили и в горы по всем направлениям. Угощали национальной едой. Вот такой деятельностью. И проект «Дом для всех», так он и называется. И его тоже мы подавали, именно участвовали с этим проектом на премии «Мы вместе». Я являюсь победителем регионального этапа. И в этом году тоже, конечно, подал
заявку и буду участвовать. Да, мол, да. Такая вот интересная тема. Юсуп, а вот этих гостей ты заселяешь в свой дом или у тебя отдельно там ты построил для них, для гостей? Вообще их, конечно, заселяю в свой дом, но если их у меня получается, иногда такое может быть, что их может быть очень много. Максимальное количество гостей единовременно было 55 человек. Это было в 2019 году. Это очень большие цифры на самом деле. Я не знаю сейчас. Ты даже на уровне качества отеля даже нормально. Есть у меня друг, товарищ, брат. Вот, я не знаю сейчас его имени называть, потому что он очень сильно помогает. Когда людей очень много, вот он мне помогает. Он работает в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Про него больше не буду рассказывать. Прекрасное дело на самом деле. И если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? То есть надо ее заранее выбирать? Да. Один будет, конечно, звонок другу. Звонок другу. Да. 50 на 50 и вторая? Право на ошибку. Право на ошибку у нас и так есть, поэтому 50 на 50. Право на ошибку, мне кажется, есть всегда. Да. Кстати, обычно звонок другу мало кто вообще выбирает. Просто интересно, мы просто хотим подключить своего друга. Даже если он проверить его дружбу, да? Да, нет, дружбу мы верим, мы просто его как раз таки на эрудицию проверим. И давайте первый вопрос. Какой цвет флага Чеченской Республики символизирует отвагу и мужество чеченского народа? Зеленый, белый, красный, желтый. Юсуп, давай я свои мысли. Ну, белый — это там не про отвагу, по-моему, там про мир, там, про нейтральность какую-то. А зеленый — это тоже цвет ислама, наверное. Больше склоняюсь к ответу С, красный, потому что, ну, обычно это подразумевает кровь красная, да, флага. Вот так. Вот этот, конечно, этот ответ оставим тебе, но я, наверное, думал все-таки немножко про другое. Ну давай поговорим про какой? Думал. Про белый? Да. А как ты вот обосновываешь вот этот ответ? Может, это и есть белый цвет? Вот если, как есть сказать, у меня вот как будто интуиция мне сейчас подсказывает. Есть какие-то предпосылки тоже. Сейчас я лучше промолчу, но мне кажется белый. Ну, давай соглашусь с тобой с С красным. Ответ С. Да. Государственный флаг Чеченской Республики представляет собой прямоугольное полотнище из 3 горизонтальных полос. Цвета выбраны не случайно, каждый из них имеет свое особое значение в геральдике. Зеленый символизирует верность исламским традициям, а также плодородие чеченских земель и возрождение. Белый – символ стремления к миру и добрых помыслов, и красный цвет – это символизирует отвагу и мужество чеченского народа. Абсолютно верный ответ. У древка вертикальная белая полоса с чеченским национальным орнаментом шириной 15 сантиметров желтого цвета. Второй вопрос. Какой населенный пункт первым получил официальный статус города из нижеперечисленных? Шали, Урус-Мартан, Гудермес, Аргун. Не знаю, я больше к Гудермесу склоняюсь. Может, из-за того, что там живу. Но надо подумать, если город Гудермес, год образования города Гудермеса, я сейчас не вспомню, но мне кажется, что Гудермес — это в качестве города чуть раньше образован, чем Аргун. Потому что там вот это железнодорожные пути были, станция была, Аргун. Ну, Аргун в советское время мы помним, что Аргун был большим промышленным городом, да, там завод, сахарный завод был, мукомольный завод. Там, да, мукомольный тоже был, да. Но мне кажется, что это было чуть позже. И ваш ответ? С? Гудермес?
Согласно преданию, Гудермес был основан в начале 17 века. А согласно Большой российской энциклопедии, основан он в середине 18 века. И быстрое развитие Гудермеса началось с 1793 года с пуском в строй Беславно-Петровской ветки Владикавказской железной дороги, как ты сказал, Муса. И 5 апреля 1941 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселки имени Калинина, селение Кундухово и Алгымсе были объединены в город Гудермес. Это абсолютно верный ответ. Позже, уже в 1967 году, Аргун получил официальный статус города, и уже в 90-м году Шали Урус-Мартан. Шали, конечно. Третий вопрос. Как не формировалось название Тейпа? По названию места проживания, в честь основателя, по названию профессии, по выбору самих людей? Тут я больше доверюсь Юсупу, наверное. По названию места проживания тоже может быть. Формировалось, конечно. В Формировалось. честь основателя. Основные тейпы как раз-таки вот так и Мгм. В честь основателя тоже есть несколько. По Ну, названию профессии тоже, кажется, да. По Нет? выбору самих людей не могло формироваться название тейпа. Да, скорее всего. Ответ Д. Ответ Д. Свое название Тейп мог взять от местности, реки или села, где проживали его представители. Часто назывался в честь основателей, например, Энгиной происходит от предка Энгена. И в семантике некоторых тейпов можно углядеть название профессии. Так, представители тейпа Белготоя в старину были земледельцами. Это слово образовано от чеченских «бел» — лопата и «гота» — пашня. Это, безусловно, верный ответ, то, что по выбору самих людей не формировалось это название. Была среди и тейпов и военная каста хой, это стражники, чеченхой, воины, носившие чачан, это чешуйчатые кольчуги, и название тейпа мялхи, например, образовано слово малх, что в переводе означает солнце. Цикорой, тоже название чеченского тейпа, переводится как «нашедший огонь». Некоторые тейпы исчезли, да, как, например, цой, жрецы или ветенхуа, или нлоды. Следующий вопрос, это, мне кажется, такая любимая тема. По достижении какого возраста, в соответствии с датом, парень мог жениться в старину? 17 лет, 18, 19, 20 лет. Я думал, что там будет вариант 13 лет, Юсуп. Но раз 13 лет нету, то А-17. тогда 17. максимально раньше, А-17 да? там без... Да. Девушки по дату должны были выходить замуж не ранее 18 лет. Это делалось для того, чтобы она выучилась самостоятельно вести хозяйство. А молодой человек мог жениться не ранее 17 лет. Это абсолютно верный ответ. До достижения данного возраста жениться мог только сирота, одинокий, которому некому позаботиться, некому одеть его, а главное – приготовить пищу. Пятый вопрос. Что в старину бросали у порога при вводе невестки в дом? Бурку, платок, черкеску, кинжал. Конечно, бурку. Бурку. Да. Ты это видел? И видел, конечно. Да? Да, конечно. Видел. В смысле, Да. когда бросали бурку? Да, zum Kuchschil wachtest, noch die macht all diese Alchiets und als wir noch die wir Ungari Khazril Khaz, wir Khaz Lili обычай Оль عادة هم شو يشتاق سو الناس حلقة تيش تطول بعيود درس يود خلاص ما ده حلقة سو حق يا تطول كوك تبغى شديه يعني Хаш, حش عشوا لي مدة конечно أبورка. Ответ А. При вводе невестки в дом у порога в старину бросали бурку. После этого начинается свадьба, на которую приходят родственники и соседи жениха. Это абсолютно верный ответ. У лученцев вообще приходят на свадьбу все желающие, без приглашения. И в системе семейных обрядов самым зрелищным и сложным по своей структуре является свадебный обряд. В нем сохранились черты, возникшие на различных этапах исторического развития нашего общества. И шестой вопрос. Что означал петроглиф в виде ромашки с 4 лепестками на архитектурных постройках старины? Календарный год, знатность и силу рода, цикличность жизни, равновесие, гармонию. Так, ромашка с 4 лепестками. Больше всего подходит календарный год, как и в календарном году, как 4 сезона, что ли, 4 времени года. Календарного года. Муса, ты согласен? Я согласен, потому что остальные 3 варианта, мне кажется, не подходят.
Некоторые петроглифы выполняли функции календаря. К солярным символам относят розетки и ромашки. Ромашки с 4 лепестками представляют календарный год, с 3 сельскохозяйственным. В целом петроглифы наносили на видных местах, в основном возле дверных и оконных проемов, на угловых камнях построек не только после окончания возведения, но и позже, в связи с разными событиями в жизни семьи. Следующий вопрос. Что вдевали в правое ухо мальчика при рождении, если в семье все дети мужского пола умирали в младенчестве? Серебряную пуговицу с семейной гравировкой, маленький драгоценный камень в знак защиты на жизненном пути, ключ от семейной шкатулки, как хранители наследства, золотую серьгу. Иосиф. Да. Вот там, конечно, что? Да, ответ пусть скажешь ты. Вот я знаю, что имена Ваха, Дукваха, Яхита, Вахита, вот они тоже давались именно по этой причине, да, чтобы вот. Тут ответ «да», золотая серьга. Конечно, это ничего не имеет общего с религией. И мы сейчас не будем осуждать или как бы обсуждать именно ту, как бы сказать, традицию, но ответ «да» и золотая серьга. И я даже знал человека, у которого была такая золотая серьга именно по той причине. Ответ «да». Да. Если в семье в младенчестве умирают все мальчики, то родившемуся мальчику прокалывают ухо и надевают серьгу. Это выглядит как попытка обмануть смерть, что в семье родился не мальчик, а девочка. Когда он взрослеет, серьгу снимают. И ведь самый большой горе для чеченцев — это же если не продолжается род. И на практике эта традиция существовала еще в 70-х годах прошлого века. В нашей программе есть эксперт, который проверяет все наши вопросы, чтобы исключить ошибки. Вот доктор исторических наук, профессор Лечи Грасай рассказал, что его родственник носил вот эту золотую серьгу. Сейчас вот ты тоже знаешь такого человека. Я просто в своей жизни встречал, я думал, это вообще... Когда я даже отправлял ему вопросы, я думал, может, это вообще неверный ответ. То есть неверный вопрос вообще, может. Я очень сомневался в этом. 8-й вопрос. Что в древности клали вместе с умершим в одну могилу? Конское ухо, элементы сбруи, кинжал и бурку, черкесскую папаху, овечью шкуру и молитвенный коврик. Муса, знаешь, тут вопрос такой. Конское ухо, элементы сбруи. Но объяснить я не смогу. Почему? Я слышал это, и просто вот память сейчас сработала. Без какого-либо объяснения я бы выбрал вариант конское ухо и элементы. Да, можно вот рассмотреть остальные 3 варианта. Молитвенный коврик вряд ли, потому что... Как бы уже все молитвы выполнили. Да. Вот мы имеем в виду еще в древности. Это тоже. Да, я именно говорю, это, наверное, доисламский период, как минимум даже. Конечно, если туда кладут что-то. Молитвы-то и так были, но не молитвенные коврики, по-моему, я не уверен. Кинжал и бурку, а если умерла женщина, например, не подходит, да? Конское ухо, элементы сбруи тоже, если про женщину, конечно, там тоже самое конское ухо, элементы сбруи, но все-таки вариант А. Ну, я соглашусь. Ответ А. В древности в могилу умершего клали отрезанное конское ухо, элементы из сбруи. Это конские принадлежности для езды. До этого еще раньше хоронили коня вместе с умершим. Потом они, наверное, одумались, немножко цивилизация дошла. И в погребениях поздней бронзы и раннего железа найдено множество амулетов в виде конских голов, а изображение всадника было излюбленным мотивом рисунков на камнях, петроглифов. И вот отдельно хотелось бы отметить, что подобные обряды часто ассоциируются с мистикой, ровно как и вот золотая серьга. Да. Однако на самом деле они являются частью этих наших народных традиций, особенно бытовых, которые отражают культуру нашего народа. И их корни уходят в древность, когда люди взаимодействовали с природой и стремились разрешить жизненные проблемы и сомнения. И обряды придавали уверенность и психологический комфорт людям, помогая им ориентироваться в хаосе бытия. Следующий вопрос. Кого называли маршалом лесной войны? Бейбулата Таймиева, Шуайба Центароевского, Эски Хулхулинского, шейха Мансура. Так, мне кажется, что это маршал лесной войны, это Шуайба Центароевский, потому что я где-то видел, читал, что так называли
Шуайба Мулу. Более Шуайб известный Мулла. как Шуайб Мулла. Да. Если Шуайба Центуроевский и Шуайб Мулла это одно и то же лицо, а это мы думаем, что так, то получается ответ Б. Маршал лесной войны. Это Ответ Б. Шуайб. Шуайб Центуроевский — это выдающийся полководец, наиб и мудир имамата с 1840 года. Его называли маршалом лесной войны. Это абсолютно верный ответ. Он был в ближайшем окружении Ташу Хаджи Саидсанского, до этого Бейбулата Таймиева, а после имама Шамиля. Шуайб был нацелен на глубокое изучение наук, некоторое время работал имамом даже, однако начавшаяся Кавказская война изменила его планы, и он становится одним из самых активных участников Газавата против царских войск, войдя в историю как герой чеченского народа. И в целом сейчас 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что он будет? Ну, может, про нашу деятельность общественную. Давайте узнаем. Кто создал первый чеченский оркестр народных инструментов? Георгий Мипурнов, Иван Клингер, Александр Давиденко, Умар Димаев. Как думаешь, Юсуф? Я тут знаю только одного человека, Умар Димаев, да? поэтому Да, ну, не должны же мы все знать, поэтому тут, конечно, Ну. немножко непонятно. мне, как ты сказал, в мыслях мелькает еще одна фамилия. Это Мипурнов Георгий. Но Умар Димаев, он вряд ли создавал первый чеченский Нет, оркестр народа. да, я тоже так думаю, то есть Да. я не согласен, что это он. А у нас же есть подсказка. Давайте Нет? используем Мы же подсказку, не- конечно, Да. у нас есть Две даже. две подсказки. Давайте Обе сейчас используем. используем на этот вопрос. 50 на 50 было и Ну, звонок другу, да? Да. Да. 50 на 50. да. И мне кажется, что С и Б уберут, потому что они уже знают, что между какими двумя вариантами мы... Посмотрим. И уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается А и Б. А и Б остается, да? Да. Ну тогда это немного, чуть-чуть, наверное, облегчает дело, потому что где-то вот эту фамилию, связанную с инструментом, я слышал, Мипурнов Георгий, а вот это не слышал. Ну, давайте, На самом деле все эти люди относятся к нашей музыке. Они внесли большой вклад на самом деле. Да, я немножко далек от музыки, то есть, поэтому тут Может, я доверюсь. вторую подсказку надо использовать. Иван Клингер или Георгий Мипурнов. Кому вы хотели позвонить? Другу, Али. Али, не Али Димаеву, не сыну Умара Димаева. Нет. Это Али Шелковского, наш брат. Юсуф, позвони ему. Али, ассаламу алейкум. Это передача «Эрудит». Меня зовут Рамзан Абуев. И твои друзья Юсуп и Муса здесь, они на финальном 10-м вопросе. И они воспользовались подсказкой «Звонок другу». Поможешь им? Конечно. Все, я передаю телефон. Али, ассаламу алейкум. Валейкум салам. Али, ой, кезканю. Сразу к делу, у нас очень мало времени. У нас такой вопрос. Кто создал первый чеченский оркестр народных инструментов? Были 4 варианта, 2 убрали, мы использовали подсказку 50 на 50, остались 2. А. Георгий Мипурнов и Б. Иван Клингер. Ответ А. Георгий Мипурнов. Да. Все, дикду, Али. Адикёль, ДРСЛ. Э, Георгий Мипурнов. Ответ А. Неоценим вклад в развитие чеченской музыкальной культуры Георгия Мипурнова, первого угорского композитора, дирижера, пианиста, как называли его газеты 30-х годов 20 века. Сразу после создания Чеченской автономной области он организовал первый советский духовой оркестр при областной милиции, который играл чеченскую музыку.
И завершив свое музыкальное образование в Московской консерватории, он возвращается обратно, где начинает активно заниматься композиторской и организаторской деятельностью. И Георгий Миполнов создает сначала музыкальную студию для нашей молодежи, а затем в 1936 году первый чеченский оркестр народных инструментов, который пользовался огромной популярностью. Это абсолютно верный ответ. Муса Юсуп, вы абсолютный победитель. Я вас поздравляю с этим блестящим результатом. Небольшие подарки вам от нашей телерадиокомпании. Musa, madik do da dirzin pozov što se gaš varon. Baqala se gahudalu khiso fi gahudalu khiso. So kamera khuyus mus pozvatsalo što khalveno qoze qwali no qoqo. Инсима фишёшки, съемки на YouTube всех. Он даже хаол шорсу дешт. Ну, да, это наш первый опыт участия в подобной телепередаче. Даже вообще, если не считать какие-то маленькие отрезки интервью, это первый опыт такого выступления на телевидении. И на самом деле положительный. Положительный и, думаю, очень полезный опыт, да, если подумать, как мы волновались в начале, то это, оказывается, не так уже и страшно. Но Деларез Алчо Хазиграли, он дал Беркти. Томит за шухайха, его доводу. То есть мы есть, что мы уже готовы в следующий раз тоже участвовать. То есть понравилось. Муса Юсуп, я рад, что вы приняли приглашение, пришли в ГОС, что вы победили. Спасибо за эту интересную, хорошую игру. Да, это был я Беркти. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикейл Маршалев.